Впереди незабываемый отдых на туристической базе «Башкирская деревня». Мы организуем и проведем вашу свадьбу, юбилей в одном из самых живописных уголков республики – Юмагузинском водохранилище. Туристическая база «Башкирская деревня». Мы не оставим вас равнодушными. Вы не перестаете восхищаться чудесами нашей природы, в которых оживают легенды и предания? Вы готовы посетить эти прекрасные места нашей республики самостоятельно? Или же все-таки с командой следопыта? Так вот, друзья, я вам предлагаю это делать вместе с нами. Почему? Потому что мы вам не только покажем эти места, но и расскажем, как их посещать безопасно для жизни. Здравствуйте! Сегодня мы вновь находимся у большого друга команды «Следопыт» Марс Хабибуловича Юлбарисова. Он является директором туристической базы «Башкирская деревня» и также председателем благотворительного фонда имени Кинзи Арслану. Марс, по улыбке я вижу, что сейчас ожидает команду «Следопыта» еще что-то интересное. Что? Сегодня экспедиция Сакаска 2018 года. То есть мы продолжаем изучать пещеру Сакаска. А дайверы приехали? Кто приехал? Дайверы приехали, и те, которые были в прошлом году, и новые ребята подъехали. Интерес есть. Подводный туризм на Юмагузинском водохранилище не только начинает жить, но и развивается. Да? Великолепно. Я вам хочу еще напомнить, друзья, что здесь вот на базе «Башкирская деревня», если вы приедете, вы сможете не только заняться дайвингом теперь уже, но еще же есть снегоходные маршруты, да? Маршруты есть, да. Еще? Лыжные маршруты. Проектируем горнолыжный комплекс. Проектируем дайвинг-центр. Дайвинг-центр уже согласовали с дайверами. Какого он должен быть вида, какого объема, какие там помещения. Все согласовано. Так что весной начнем строить. И более того, Булат, на август месяц этого года я приглашаю вас и зрителей. У нас состоится международный фестиваль дайверов. Здорово. Проявили интерес многие страны. Италия, Франция. Это порядка 80-100 человек дайверов. Спасибо за приглашение. Я думаю, что, друзья, мы не откажемся, да, от такого приглашения. Будем? Обязательно. Маш, будем. Еще вам напомню, друзья, что вот в этих домиках вы можете проживать. Срубы просто потрясающие. Дышится легко, сосна. Бревна-то, вот, видите как. Условия, я маленько похвалю все-таки, да, условия шикарные. Ресторан, кафе, бары, да, вода, туалет, все дома, все в тепле, сауна. Когда выезжаем? У вас команда готова была? Полностью. Все, выезжаем. У меня зрители тоже готовы. Поехали? Хорошо, поехали. Поехали. Глубина-то даже метра нет. Ну вот, друзья, смотрите, мы приехали с первой партии. Начали сразу бурить майну, так называемую, чтобы можно было отсюда нырять. Ребята ставят палатку. Ну, сейчас вторая партия, потом третья партия прибудет. Дело пойдет веселее.
зимой тоже не сидят на месте. И даже вот на шарах катаются. Красиво! Вы тоже это можете сделать. А вы сейчас откуда летели? В Каплу пещеры. А потом куда путь держите? Сейчас посмотрим, либо на Нугуш, либо на Ямагузина. Красотища какая! И погода вам фартит. На воздушном шарике прилетел к нам, друзья, еще директор заповедника Шульганташ. Вы его прекрасно знаете по нашим программам. Михаил Николаевич Косарев. Это, во-первых, интересно для развития познавательного туризма, потому что, оказывается, транспорт абсолютно животных не пугает, очень интересно. Я думаю, у него тоже есть большое будущее. Это классно. Оказывается, там зимой тепло, в отличие от... Да, там солнышко греет. Нет, там теплее, оказывается. С 300 метров там не холодно. Здорово. Мы сегодня кабана видели, как бежал. Я думаю, что этот вид туризма будет развиваться. Самое главное, что он экологичный, в отличие от этих квадроциклов, снегоходов. И мне сегодня показалось, что с шара больше всего увидишь. Лучше, да? Тихо, спокойно, плывешь, комфортно. Руслан, может любой турист, наш зритель, обратиться, скажем, в вашу федерацию, да? воздухоплавательного спорта. Да, чтобы вы могли их прокатить вот так же вот. Данный аэростат рассчитан на 6 пассажиров. Айгуль Контюкова, это наш коллега из российского канала, друзья. С прилетом. Спасибо. Понравилось? Ну, во-первых, комфортно, потому что летишь с профессионалами. Руслан Кельмаматов профессионал. Операторская команда тоже профессиональная. Единственная, наверное, сложность и стрессовая ситуация, которая возникает не только у меня, но и у тех, кто в команде, когда мы летим, это съемки с воздушного шара, когда мы запускаем коптер прямо с воздушного шара. А так, в общем, зимой гораздо интереснее летать, чем летом. Дай бог встретиться снова где-нибудь на природе. Ладно, удачи вам. Завершить ваше путешествие. Не пуха. Пока-пока! Жень, вес какой примерно получается? Около 60 килограмм. А там под водой это не тянет сразу вниз-то? Нет, есть специальная система поддува, которая уравнивает, примерно как у рыбы. Евгений Миронов, дайвер, город Екатеринбург, участник экспедиции «Сакаска-2018». Я смотрю, тут вот 2 баллона. Это смесь геля с воздухом. Понятно. И насколько эти 2 баллона хватит, чтобы быть под водой? Это ребризер, это не просто отрывки цикла. В принципе, вот этой конфигурации хватит часов на 8. Видно, что пещера большая, работы много. Вот. Видно, что перспективная, будет, видимо, идти. Вот. Надо смотреть, надо работать. Видно, что будет много интересной работы. Алексей Важинский, дайвер, город Москва, участник экспедиции «Сакаска-2018». Стоит прохладная холодная погода. Снегопада сильного нет, дождей нет, таяния нет. Должна быть чистая прозрачная вода. На сегодняшний день у нас основная задача – это сделать видеосъемку. Максим Читырин, дайвер, город Екатеринбург, участник экспедиции «Сакаска-2018». И сделать топосъемку, для чего взят специальный прибор. Женя, какие перспективы в эту экспедицию? Что мы хотим? У нас задача взять образцы рачков. Потому что того, что мы сделали осенью, им мало для исследований, для полноценных. Поэтому, если они зимой сейчас здесь есть, пытаемся их найти, взять образцы для исследований. Дальше планируем продолжить исследование самой пещеры. Собственно, посмотрим, насколько нам позволит видимость. Евгений Рунков, дайвер, город Екатеринбург, руководитель экспедиции «Сакаска-2018». И также в эту экспедицию пытаемся снять короткий фильм подводный, чтобы показать, что это, собственно, такое, что мы там делаем. Ни пуха, ни пера, не смею больше задерживать. Удачи.
Так вот, друзья, смотрите, сейчас ребята пойдут туда, в эту бездну. Единственное, что хочу сказать, что вот эти 2 рачка, которых участники экспедиции Сакаска-2017 вытащили из пещеры, они назывались, я возьму свою шпаргалку, потому что очень сложно они выговариваются. Так вот, если помните, большой рачок, который вот был, он из рода, оказывается, гаммарус, отряда быкоплавов класса ракообразных. И в этой баночке, осенней баночке, был еще маленький рачок. Это, оказывается, копиподы, веслоногие ракообразные класса максилоподы. Их еще называют циклопы, потому что они одноглазые. Этих 2 рачков отвезли аж даже во Владивосток, Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения Российской академии наук. Подобных рачков насчитывается порядка 10-20 тысяч видов. И они до сих пор еще, не все, вернее, до сих пор изучены. Ученые из этого института пока не отрицают, что эти рачки, вот добытые осенью здесь, они вполне могут стать новыми видами рачков. Поэтому цель сегодняшней экспедиции не только продвинуться дальше по пещере, но все-таки постараться поймать рачков. Интересно же, вдруг это будет действительно научное открытие. Итак, мы сейчас провожаем ребят, но нас ждет еще, пока они будут там плавать, а это будет часа сколько? Жень, вы сколько примерно часов там будете? Час, 2, 3? 2 часа. Вот за эти 2 часа съездим по Юмагузинскому водохранилищу и посмотрим все прелести, которые здесь нам подготовила матушка природа.
Нету рачков. Нету рачков? Нету рачков. Спрятались? Да. Может, завтра повезет? Не знаю. Давайте. Все, надо стягивать. Ну вот, друзья. Только маленькая водоросль там плавает. Сегодня рачков нет. Может, завтра будет. Ничего, посмотрим. Морду лица, наверное, мыть надо. Что получилось сегодня? Куда Получилось, дошли? как я понимаю, дойти до конца предыдущего ходовика прошлого. Связали катушку, отмотали практически 100 метров, продолжили пещеру. Вперед. Да, вперед. В сифон не вышли, который наверх уходит? Нет, оставили на завтра, самое интересное. Нет, пещера дальше продолжается, нужно работать, нырять. Вот, рачки плавают. Плавают? Плавают и... Много? Но попадаются. И рачки встречаются в дальней части пещеры. Вода так себе, не очень чистая, но видео получилось. Сколько метров? Я думаю, метра 3-4. Да. Ну ладно, завтра погода. Рабочая обстановка. Нормально. Спасибо. Второй день экспедиции Сакаска-2018. Дайверы собираются уходить под воду и продолжить свое путешествие по подводной пещере. Что было сделано вчера? Вчера они прошли те же порядка 550 метров по, как Максим называется, веревка, по ходовику, который был повешен еще, по-моему, в октябре прошлого года. Они дошли до конца этого ходовика. Часть ребят пошли дальше прокладывать новый ходовик и проложили 100-150 метров еще дальше, углубились в пещеру. Часть пыталась поймать рачков, которых попросили нас привезти ученые, но рачков вчера не поймали. Сегодня предстоит, Максим... Да, вчера ребята дошли до большого зала. Вот, пройдя по нему по левой стенке, начали всплывать. Вот, и, соответственно, будет изучать ту часть по левой стенке пещеры. Мы пойдем по правой стенке пещеры, именно вот того зала, который нашли, это вот по числу 500 метров. Вот, и посмотрим, где соединятся наши ходовики, либо не соединятся, чтобы понять, что из себя представляет эта пещера. Там, может быть, по идее, должен быть вход. Все, не смею больше мешать. Вам счастливо, удачи. Друзья, все, ждем, пока их наверху. Вот, друзья, Юра Бушуев. Юрий Бушуев. Мастер спорта международного класса. Пилот частного самолета. Пойдем к нашему костру. Пошли. Рачок. Есть. Есть рачок. Ой, Жень, ты молодец. Он другой уже. Но тоже такой же бокоплав. Вот, друзья, смотрите, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, вот он. Видите? Сейчас еще вот. Сейчас приплывет. Вот. Рачок есть. Ну, слава богу. Жень, молодец. Теперь этот рачок, друзья, тоже уедет во Владивосток, в институт, к ученым. Ну, дай бог, чтобы его одного хватило определить, это новый вид или не новый.
Ничего пока сказать не могу. По итогам наверняка еще будет экспедиция. И не одна, и не два, и не три. Дай бог, если снимем, я вам расскажу, что действительно ли это рачок нового вида или эндемик, который здесь живет в пещере. Назовем его хозяином пещеры. Участники экспедиции «Сакаска-2018» из предполагаемых 20 километров длины ходов пещеры прошли около 750 метров. Обследовали большой зал, обнаруженный в конце экспедиции 2017 года. На дне оказались большие глыбы горной породы, предположительно обрушившиеся с потолка пещеры. По просьбе ученых отловили и отправили в Дальневосточный научный центр Российской академии наук подводного рачка-бокоплава. Изучение глубоководной пещеры будет продолжено. Предполагается строительство и создание дайвинг-центра в туристической базе «Башкирская деревня». Ну что, Максим, дальше всех, по-моему, ты ходил, да? Да. Докуда дошли с Алексеем? Целью этого погружения было пройти по правой стеночке. Прошли. Прошли это зал, закольцевали его, вышли на свой ходовик. Еще немножко продвинулись. Максим Казионов, дайвер, город Екатеринбург, участник экспедиции «Сакаска-2018». То есть это был зал уже крайний, что ли, получается? Видимость, к сожалению, не позволяет понять, крайне это не крайне, но вот сейчас мы по правой стеночке двигались. Ну, вы двигались по горизонту, да? Наверх не ходили, Наверх вниз куда-то? ходили, затыкается. Угу. То есть где-то еще нужно искать наверх. Понятно. То есть можно сказать, что итог этой экспедиции, то, что вы прошли, закольцевали зал, да? Да. Немножко поднялись наверх. Там, получается, купол, хода нет, да, или Но что? там купол, да, профиль сложный. Пускается, где-то поднимается. Ну, дальнейшие исследования, наверное, уже будут уже после этого купола, еще дальше, да? Ну, либо где-то в куполе, если пройдет вход. Ну что ж, друзья, заканчивается экспедиция «Сакаска-2018». Я думаю, что будет продолжение и не раз, и не два, и не три. И мы с вами сможем быть участниками экспедиции. Будем узнавать, как дальше продвигались дайверы, сколько они прошли. Может быть, еще наловим рачков. Интересно. Поэтому путешествуйте, друзья. Дорогу осилит идущий. До встречи. Проведи незабываемый отдых на туристической базе «Башкирская деревня». Мы организуем и проведем вашу свадьбу, юбилей в одном из самых живописных уголков республики – Юмагузинском водохранилище. Туристическая база «Башкирская деревня». Мы не оставим вас равнодушными.